Здравствуйте, я Евгения, и это передача «Мама в Кубе». Сегодня вас приглашаю познакомиться с занятиями Body Skills. А это движение очень хорошо прорабатывает позвоночник. Ну что ж, пока проходят занятия, я не могу говорить очень громко, потому что девочки все еще занимаются, и это занятие «Здоровая спина». Как вы увидели, занятия очень легкие по технике выполнения, но эффективность от них не уступает никакому другому физическому занятию. Сегодня была тренировка, которая называется «Здоровая спина». Может быть, кто-то, наверное, новички ожидали бы, что мы будем весь урок делать ЛФК для спины. Но, естественно, этого не произошло, потому что тренировка здоровой спины и вообще само понятие «здоровая спина», оно будет таковым только тогда, когда все остальные суставы и все остальные мышцы будут работать так, как они должны работать. То есть какие-то суставы должны быть мобильны, какие-то суставы должны быть стабильны. Есть определенная схема, которая работает, которая выведена учеными. И это не диета, это именно сбалансированное питание, которое будет индивидуальным. То есть каждый человек будет эту схему будет подстраивать под себя. То есть этот план он будет подстраивать под себя, он будет использовать те продукты, которые он предпочитает, которые ему доступны. И, конечно же, я все принципы этой схемы, этого плана я объясню, подскажу. Я буду всегда на связи. То есть любой вопрос мне в любой момент можно задать. Конечно, я этим клиентам своим помогаю. Ну что, дорогие телезрители, теперь вы видите, как важно поддерживать себя в здоровом теле, как важно заниматься физически. Можно и легко, можно и спортом заниматься каким-то более углубленным. Ну а тему здорового питания мы с вами раскроем немножечко поглубже в Канашской городской больнице, где мы встретимся с врачом-гастроэнтерологом Эллой Анатольевной. Элла Анатольевна, расскажите, пожалуйста, что же такое правильное питание? Правильное питание – это питание, которое способствует росту, нормальному развитию и жизнедеятельности человека, способствует укреплению его здоровья и профилактике различных заболеваний. Нередко наши пациенты сталкиваются с проблемами лишнего веса, с проблемой с кожей, также с болями в животе, вздутием кишечника, и тогда они задумываются и открывают холодильник, смотрят скептически на те продукты, которые там находятся. Ставят перед собой вопрос, а что же такое здоровое питание? Здоровое питание – это не изнуряющие диеты, это не издевательство над собственным организмом. Это в первую очередь простые правила, при соблюдении которых человек сможет не только нормализовать свой вес, укрепить свое здоровье, но это сделает очень полезно для себя и просто. Об этих правилах, если мы поговорим чуть дальше. Да, можно. Какие правила, например? Всего выделяют несколько правил, то есть их 5-6, они достаточно простые. Первое и простое правило – это выбор продуктов, то есть выбирать продукты нужно грамотно, останавливаться на натуральных продуктах, внимательно читать этикетку, то есть состав, наличие красителей, консервантов и различных пищевых добавок, то есть это мы сразу убираем в сторону. А конкретно в правильных продуктах питания мы, наверное, чуть попозже немножечко остановимся. Второе правило правильного питания – это частое регулярное питание. Оно должно быть не реже 5 раз в день. Продукты, которые мы потребляем, должны быть термически щадящими, то есть не слишком горячие, не слишком холодные. Пища должна быть не грубая, мы должны ее тщательно пережевывать, не отвлекаясь на посторонние предметы, то есть не смотря телевизор, не читая книги или увлекаясь в телефоне. Это очень влияет на работу желудочно-кишечного тракта в целом. Третье правило – это правило подсчета калорий в пище, но не скрупулезное их высчитывание, а непосредственное один раз изучение калорий, которые необходимы человеку
Среднестатистический возраст, пол учитывается непосредственно и вес. Это можно легко сделать с помощью калькулятора калорий, который находится в интернете. Четвертое и главное правило – это ни в коем случае нельзя изнурять себя неправильным питанием. Это в рационе должны включаться всегда и белки, и жиры, и углеводы, и в том числе пищевые волокна. Что касается пятого правила, мы о нем не должны забывать – пить воду. А по поводу продуктов, какие продукты именно правильные для нашей пищи? Что касается правильных продуктов, продукты, которые должны присутствовать ежедневно в нашем рационе питания, это, конечно же, злаки. Злаки – это в виде каш, в виде мюсли, в виде непосредственных сухофруктов, то есть чернослив, курага, финики, инжир, изюм. Это так называемые медленные углеводы, как раз таки они обеспечивают наш организм энергией. Второе, что мы должны включать, это непосредственно кисломолочные продукты. Йогурты живые, без добавления различных красителей, консервантов и сахаров. Да, натуральные, абсолютно верно. Нежирный творог, сыр, несоленый, творожные сыры должны быть в рационе питания. Обязательно должна присутствовать морская рыба. То есть она богата омега-3 насыщенными жирными кислотами, что улучшает и в общем здоровье организма в целом, и цвет лица улучшает. Нежирные сорта мяса, говядина, телятина, индюшатина. Обязательно должны присутствовать овощи и фрукты посезонные. Но единственное отступление – это пациенты с обострением гастрита или с язвенной болезнью. Здесь, конечно, предпочтение мы отдаем термически обработанным, то есть запеченным, тушеным, да, соответственно, да, не свежим, не сырым овощам и фруктам. Что касается продуктов, которые находятся под категорическим запретом, это, конечно же, сахар, сладости, мучное, сдобное. Все, что быстро утоляет голод, но при этом чувство голода возвращается моментально. Особенно под запретом это газированные напитки. В одном стакане газированной воды содержится практически 20 грамм сахара. Чувство жажды газированный напиток не утоляет, но при этом раздражает очень сильно желудочно-кишечный тракт. Если мы будем соблюдать с вами эти простые правила, то пусть к здоровью и красоте станет легким и приятным. Здоровья вам и вашим близким. И до новых встреч! Спасибо вам. Ну что ж, дорогие телезрители, я надеюсь, что вы подчеркнули для себя что-то очень полезное, запомнили все рекомендации и будете им следовать. Очень часто спрашиваю своих детей, что же они кушали в садике или в школе. И зачастую они мне отвечают: «Мама, я не помню». И я спрашиваю, вкусно? Было вкусно. Но что именно, они не помнят. И поэтому сегодня мы пришли в 7-ю школу посмотреть, чем же питаются наши детки. Анют, что сегодня кушали? Мы кушали пюре с котлетой и огурец был. Нравится тебе кушать? Нравится. Столовая у нас очень хорошая. Каждый день сюда ходим, ни разу не травились. И всем все нравится. Наши столовые очень вкусно кормят. Мы любим нашу тетю Свету, что она вкусно нам варит. Вот такие вот ассоциации вызывает столовая и телевидение. Бывает так, что семьи сталкиваются с тяжелыми жизненными ситуациями. И в таких случаях существует ряд государственных программ, где наши детки могут питаться так же, как и все остальные. Эти программы позволяют нашим школам поддерживать малоимущие семьи. Как раз об этом мы сейчас и поговорим. Елена Петровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как действуют эти программы, сколько мест выделяется, как это все проходит? Ежегодно город выделяет нам определенную сумму денег в начале каждого календарного года. Эту сумму мы распределяем на весь учебный год. Охвачиваем мы детей, нуждающихся в питании. Это дети малоимущие, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ежемесячно у нас питаются где-то около 40 человек. Это не одни и те же дети, мы их меняем периодически, так, чтобы максимально охватить всех детей нуждающихся. Питаются они все вместе, со своим классом, за одним столом. Еда одинаковая? Еда одинаковая, они ничем не обделены в этом плане. Ну а чем именно питаются наши дети, мы поговорим с тетей Светой. Сейчас мы не только поговорим с заведующей производством Светланой Георгиевной, но и попробуем блюда, которые кушали наши детки. Так ли это вкусно? Вот наши блюда. Попробуйте, как наши дети, какими блюдами мы детей кормим. С удовольствием. Давайте, попробуйте-ка. Вкусно, как у бабушки.
Светлана Георгиевна, можно я к вам, к тете Свете? Хорошо. Детки очень хорошо отзывались и привет вам на камеру передавали. Спасибо. Хвалили очень сильно. Спасибо большое. И знаете, по отношению детей очень видно и чувствуется ваше отношение к своей работе. Мы Детки детей вас очень любим. И дети вас любим. очень любят. Это очень хорошо. Ну, они издалека кричат. Как увидят, уже они душу отдаем за них. Светлана Георгиевна, а дети питаются по стандартам? Да, у нас 3-недельное цикличное меню, мы их кормим. Очень, они хорошо у нас кушают, хорошо кормим. У нас там и калорийность, и жирность. Ну вот, поговорив со Светланой Георгиевной, я вижу, что наши детки кушают очень вкусную, полезную пищу, приготовленную с душой и любовью. В своем рационе я использую полезную и правильную пищу. И морепродукты являются неотъемлемой ее частью. Алексей, какие морепродукты есть в вашем магазине? Ну, как и все стандартные магазины, мы продаем различные виды рыб. То есть у нас, начиная от кильки, заканчивая семгой, мы пытаемся делать самый широкий ассортимент в городе. И помимо стандартных рыб у нас есть моллюскообразные, такие как креветки, лангустины, мидии, морские коктейли, осьминоги. При этом по всей рыбе мы пытаемся делать ассортимент не только в плане рыб, но и в плане приготовления. Свежемороженый, соленый, копченый, горячего копчения. Ну да, я знаю, что в морепродуктах находится очень большое количество белка, там масса полезных веществ. И морепродукты при правильной подготовке, при правильной термической обработке очень-очень вкусные. Но, как мама, также знаю, что в морепродуктах, вернее, сами морепродукты могут вызвать аллергию. Поэтому, мамочки, будьте немножечко повнимательнее к своим деткам. Лёш, мне как маме с 3 детьми довольно-таки сложно и трудно бывает выйти в магазин, закупиться. Я знаю, что у вас есть доставка. Расскажи про нее. Да, спасибо, очень хороший вопрос. Совершенно верно, у нас существует доставка, но мы доставляем не только матерям с детьми, да, и молодым семьям, но в том числе мы доставляем продукты инвалидам, ветеранам. Кто не может выйти. Кто не может просто физически выйти из квартиры либо дома. Давайте я вам покажу наш ассортимент рыбной продукции. С удовольствием. Возможно, лангустины по виду не очень презентабельные, но по факту, на вкус очень вкусные и съедобные. Да, здесь разные размеры рыб, разные виды морепродуктов. И основной компонент правильного питания – это, конечно же, наши овощи. Цветная капуста, стручковая фасоль. Ну, фасоль в любом виде, да, и бобовая, и стручковая, брокколи. Это то, что должно быть в нашем рационе, по моему мнению, всегда. Ну что, Лёш, спасибо большое. Я убедилась сейчас, что в вашем магазине действительно большой выбор, качественная продукция. И по срокам годности посмотрели, да, все свежее. Это, конечно, очень приятно, что можно прийти в магазин, все приобрести, либо можно дома, находясь, что-то заказать. Но для нашего города это большой плюс. Спасибо, Женя, большое. Мы очень рады. Я очень рад, что тебе понравилось. Я очень рад, надеюсь, что понравится нашим жителям города. Мы стараемся для любого нашего покупателя. Ну что ж, дорогие телезрители, в сегодняшней передаче я попыталась раскрыть вам пообширнее тему правильного питания. Мы с вами поговорили и о школьном питании, вы увидели. Мы поговорили с гастроэнтерологом, вы прекрасно слышали ее рекомендации. Ну что хочется сказать? Правильное питание – это основа нашего здоровья. Давайте же будем здоровы.